Министр обороны приказал призвать в армию детей чиновников. Каких чиновников это коснется? Беглого заключенного Ахмадбека Саидова ищут уже 40 дней. Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию. Киргизы требуют аннулировать подписанный с Таджикистаном протокол. США примут русских, бегущих от мобилизации. Министр обороны Республики Таджикистан Шерали Мирзо на очередном заседании, посвященном подготовке к призывной кампании в таджикскую армию, дал строгое поручение по привлечению детей должностных лиц на военную службу. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Таджикистана. Скорее всего, данный приказ не коснется должностных лиц выше председателей джамуатов и директоров школ. Ранее президент Эмомали Рахмон несколько раз давал такие указы, но ни один сын чиновника рангом выше директоров школы, председателя джамуатов не были призваны в армию. Имя министра обороны появляется в прессе после 2 недель нападения Кыргызстана на Таджикистан. За это время он не обмолвился ни словом о нападении. Это при том, что были убиты несколько десятков солдат армии, которой он командует. Также министр дал поручение соответствующим ведомствам при медицинском осмотре призывников предотвратить нарушения и пути незаконного призыва в армию. Он также призвал военкомат обращаться к гражданам хорошо, призывать в ряды национальной армии здоровых и одаренных молодых людей. Самое распространенное и грубое нарушение при призыве в армию – это облава, которая началась до Шерали Мирзо и при его руководстве благополучно расцветает. Это не первый раз, когда министр обороны призывает не допускать нарушения закона при призыве, но, видимо, приказы остаются там, где были произнесены. На обращение людей в рамках требований действующих законов принимайте своевременные меры, указал Шерали Мирзо. Министр обороны также высказался о подготовке специалистов для армии путем создания общественной организации помощи обороны и проведения уроков и учения по армейским специальностям. Министр дал эти поручения в кануне старта осеннего призыва в армию, который начнется 1 октября и продлится 2 месяца. После 40 дней побега 35-летнего Ахмадбека Саидова из СИЗО номер 1 города Душанбе, ГУИН Минюста Таджикистана попросила содействия граждан в его поимке. За информацию о местонахождении Саидова власти обещают вознаграждение в сумме 50 тысяч сомони. Фотографии Ахмадбека Саидова с обещанием крупного вознаграждения за помощь в его поимке в последние дни появились в местах скопления людей на юге Таджикистана, а также в интернете и соцсетях. Ахмадбек Саидов, житель джамуата Зарга района Кушиньон-Хатлонской области, который подозревается в совершении разбойного нападения, совершил побег из СИЗО номер 1 города Душанбе в ночь с 18 на 19 августа этого года. Ахмадбек Саидов, которого вместе с 12 другими гражданами Таджикистана выслали из России в начале августа, обвиняется в разбойном нападении и хищении 83 250 сомони в 2007 году в Донгаре. Посольство США в Москве обратилось к гражданам своей страны с призывом немедленно покинуть Россию. Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе, говорится в сообщении дипломатического ведомства. В посольстве объяснили просьбу с объявлением частичной мобилизации в России. США допускают, что в связи с этим возможен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством. Посольство США уточнило, что его возможности по оказанию помощи американским гражданам серьезно ограничены, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация по указу президента Владимира Путина. В городе Баткене местные жители 28 сентября продолжают акцию по вопросу кыргызско-таджикской границы. Как сообщает радио «Азатек», у здания драмтеатра собралось более 100 человек. Ожидается проведение встречи с представителями власти. Накануне 27 сентября люди собрались у здания областной администрации и требовали разъяснения относительно последних принятий решений по границе. В акции приняли участие жители приграничных сел Аксай и Самарканде, которые требовали встречи с председателем ГКНБ Камчибеком Ташиевым.
Тем временем депутат кыргызского парламента Султанбай Айжигидов предложил создать комиссию по изучению подписанных председателями ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана протоколов. По его словам, протоколы номер 39 и 42 были подписаны под принуждением, и их необходимо аннулировать. Парламентарий отметил, что консервация погранпостов в Баткенской области в рамках подписанных протоколов может привести к тому, что половина области может стать анклавом. Граждане России, которые скрываются от мобилизации, могут подавать заявление на убежище в США. Мы считаем, что независимо от их национальности, они могут подать заявление о предоставлении убежища в США, и каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Власти США приветствуют всех, кто ищет убежище, добавила она. Из ее слов, однако, не следовало, что бегущие от мобилизации россияне могут рассчитывать на особые условия предоставления убежища.